Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что уходит и что приходит в вашу жизнь. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала по традиции мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком, ни о чем не думайте. Думайте только о себе. И мы начинаем. Посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Тут пришла сама женщина. Если смотрят мужчины, здесь момент есть какой-то целеустремленности, цели. Вы стремитесь к этой цели. Также здесь выходит и женщина, да, вот смотрите, женщина, которая смотрит расклад, целеустремленная. И вы ничего не боитесь. Тут момент такого бесстрашия идет. Я бы сказала, еще один в поле воин. Это про вас. Вы человек, который сам себя сделал. В какой-то степени здесь присутствует сила воли, терпение. В чем-то есть такое упорство. Вот вы что-то задумаете, вас очень сложно переубедить. Вас сложно сбить с пути, тут со своей цели. Определенно здесь какая-то цель, к которой вы идете. Вы даже вот не будете спать, не будете есть, но вы будете выполнять то, чтобы к этому прийти. Тут человек, кстати, который в какой-то степени куда-то торопится. В принципе, вы активная, но сейчас у вас что-то вы хотите успеть. Успеть даже уехать, успеть переехать, успеть догнать что-то или наверстать. Тут есть какой-то путь, дорога. Вы о ней можете думать. Вы можете, кстати, думать и о каких-то людях сейчас очень часто. Или о каком-то определенном человеке. Знаете, здесь мысли складываются вот из всего чего-то такого разного. Здесь хочется сохранить себя, свою целостность, притом семью. Здесь не хочется, вот знаете, даже, может быть, с кем-то разъезжаться. Или здесь момент обдумывания как раз-таки с кем-то сойтись вместе, с родственниками, с родными, может быть, да, или вот с кем-то из членов семьи, с детьми встретиться. Вот какое-то такое. Не хочется разрозненно почему-то. Тут идет ситуация. Можете думать о какой-то разрозненности или что вас разделит жизнь, судьба, да, вот что-то в таком духе. Вы хотите вот как жить со своими детьми, например, в одном городе, да, если дети взрослые, или где-то поблизости. Здесь, я говорю, женщина, которая сделала себя, здесь подтверждение еще, смотрите, императрица выходит, и здесь может быть самостоятельная такая дама, которая создала свою карьеру, себя, сделала себя, которая имеет вклад в себя, ценит себя, уважает себя, знает, чего хочет. Определенно здесь какая-то цель, вы четко знаете, что вы этого добьетесь, у вас это получится. Семейные могут смотреть люди, или люди, которые соблюдают какие-то семейные традиции, уставы. Притом здесь может такая быть женщина, которая руководит процессами в семье. Главное, она главная. Ее слово, последнее слово.
Да, здесь может даже быть женщина, но с детьми. Хотя здесь у большинства присутствует мужчина. Он похожий на вас. Вы друг друга в чем-то есть момент дополняете. Притом мужчина имеет к вам чувства, но здесь вы вот как-то или хотите чего-то нового, каких-то эмоций. Здесь даже эти эмоции связаны не только с любовью. Вам хочется чего-то другого. Тут даже не любви. Что-то, возможно, даже, я бы сказала, совершить. Но за вашими плечами уже много чего тоже совершено. Но вы не хотите останавливаться, вы хотите идти дальше. Вы тот человек, который вот поднимается, нежели падает. Вы уже и падали, вставали, и опять вы поднимались. Вы не оставались на месте, не продолжали именно двигаться, да, вот как-то однообразно, жить там же, где жили, например, да, или крутиться в том же, где крутились. Вам хочется чего-то нового, и вы в один день вот берете и меняете. Вы не терпите, может быть, закрытых стен, закрытого пространства, да, это может касаться тоже фобий каких-то. Бывают, не переносят закрытое пространство, неважно какое, хоть даже большое. Вообще в целом можно сказать, что этот человек, который сейчас смотрит расклад, у него постоянно какие-то цели. Вот вы выполните определенно что-то, вы дальше рисуете себе цель. Поэтому это есть мотивация жизни. Жить, двигаться, что-то делать. Не нравится и правда, да, сидеть на одном и том же каком-то засиженном месте. Человек, который постоянно, у которого происходят какие-то реформации, реформы, изменения, трансформации. Постоянно вы что-то меняете в своей жизни. Тут даже есть момент искусственного вмешательства ради того, чтобы не видеть, возможно, даже какое-то однообразие. Наскучило что-то вам, вот тут момент такого, что-то надо менять или уже меняется. Никого не хотите сейчас слушать и подпускать. Вы хотите заниматься чем-то определенно своим. Даже вот я бы сказала в какой-то степени неплохой человек, вы общительный, да? Но у вас здесь больше идет на что-то, вся энергия сливается на ваши какие-то дела, деятельности здесь. Знаете, за вами наблюдают, иногда кажется, что вот вы против них что-то таите, на самом деле вы занимаетесь чем-то своим, отдаляетесь, и у людей может быть ощущение, что они вам не нравятся или неприятны, вот в каком-то таком ключе думать о том, что я ей неприятен или неприятна, или со мной она не хочет общаться. Вы какая-то в своих мыслях находитесь, может быть, даже в каких-то еще и переживаниях, но при том вы четко понимаете, что если вы что-то не сделаете, куда-то там не успеете, куда вы торопитесь, да, что все пойдет ко дну, что будут какие-то проблемы, что нужно как-то, да, хочешь жить, умей крутиться. Вот вы так вот. Надо крутиться, надо что-то делать. Знаете, в какой-то степени люди тоже несут в вашей жизни разочарование. И здесь много из-за кого разочаровалось или кто-то разочаровал вас. Возможно, не очень охотно и общаетесь, а может быть, да, кого-то и отпустили, вообще не общаетесь. Не хотите этого человека не видеть, не слышать. Это касается чувств, любви и к тому же, может быть, даже и каких-то отношений, где предавали, может быть, друзья, подруги. Даже любимый человек мог предать. Да, вы чувствовали себя в состоянии жертвы. Здесь даже вот у кого-то может проиграться треугольник, измены, какие-то подозрения, слезы, переживания, проверки какие-то, да, или же момент такого детектива, когда все проверяли. Притом, знаете, здесь могли быть какие-то слухи о вас и вообще о вашей паре. Или вам могли, кстати, кто-то говорить о каких-то чьих-то изменах. Вы могли этого не слушать, но было неприятно. У кого-то здесь проиграется вот обман чистой воды, да, и притом человек признается во всем как бы честно, но потом скрывается обман, какая-то ложь.
У вас, знаете, вы человек, который умеет, научился, по крайней мере, быстро на ходу переобуваться. Тем самым изменять свою жизнь. Сейчас, я бы сказала, ваше состояние жизненное намного лучше, нежели в прошлом. Да? Вы можете так думать, что сейчас мне намного лучше, я могу что-то себе позволить по чувствам, по физическому миру. Можете что-то себе позволить. Или свобода момент, что хочу, то делаю. И вы представляете прошлое или вспоминаете, где было в чем-то неудобства какие-то. Не было удобно жить, некомфортно, вы страдали. Переживали об этом. Кстати, может, даже кто-то, знаете, мечтал, и оно исполнилось. Хотели жить именно вот как-то так вот, или выйти замуж, или определенно быть свободной, самостоятельной, не зависеть ни от кого. Здесь может идти момент независимости по императрице, когда у вас есть что-то свое, и вы имеете финансовую, может быть, даже независимость, имеете свободу тем самым, да, можете передвигаться куда захотите, делать что хотите. Никто вас здесь в клетке не держит. Просто вот именно по чувствам дало что-то сбой, да, здесь треугольник мог быть, или какое-то предательство. Знаете, здесь, может быть, даже кто-то к вам говорил, что давай отпустим, это в прошлом. Зачем ты губки дуешь? Это было. Притом такое не забывается. И это нормально, что такое не забывается. Да? Такое помнится всегда, и просто из этого делаешь выводы. Определенно выводы могли быть о разводе, расходе каком-то. Кто-то здесь смирился и остался ради какой-то, знаете, выгоды. А кто-то ушел, собрал себя силами, в кулак, вернее, и ушел. Знаете, даже вот я бы сказала, все оставил и с пустым рюкзачком пошел. У кого-то вот жизнь началась по-новому, именно в момент одиночества, когда было одиночество, да, жизнь началась идти по-другому. Все вокруг стало другим, возможно, люди даже появились новые в вашей жизни. Да, здесь изменился ход событий. И, кстати, здесь показывают человека, вы, возможно, вас, да, когда именно заглядывая в то прошлое, вы, знаете, о чем вспоминаете часто? Вот если бы я, например, сделала бы вот такой шаг, вот такой, то моя жизнь вообще бы развивалась по другому сценарию. Вот один определенный какой-то шаг. И жизнь, да, по-другому бы развивалась. Или выбрали бы Васю Петечкина, да, а не Колю Романова. Вот. И жизнь развивалась бы по-другому. Или бы вы не пошли на новую работу и не встретили бы еще кого-то. И, то есть один шаг, но который изменил все. Я вам скажу, на сложных ситуациях выработался определенно здесь еще, знаете, какой-то страх или даже опыт, но который до сих пор не отпускает. И как бы вам ни говорили, расслабься, успокойся, все в порядке, вы начеку, вы имеете в виду, да, вы уже испуганы чем-то, или же та ситуация настолько вошла внутрь души, да, как заноза, такое на самом деле не отпускается, не прощается или же не забывается. И оно до сих пор может как-то или влиять на вашу судьбу, да, или же вы часто вспоминаете и боитесь, например, сделать какой-то шаг определенный в жизни, даже выйти замуж элементарно, потому что вы чего-то, может быть, боитесь из прошлого, да, в прошлом что-то было не так, и вы уже думаете на это будущее, что будет вот именно вот так, тот же сценарий. Но опять-таки здесь могут проигрываться женщины, да, собрала себя в кулак. Глаза боятся, а руки делают. А вот как-никак присутствует доля надежды, которая как-то помогает передвигаться. Хочется сказать, в темноте на ощупь.
помаленечку. Здесь, кстати, кто-то восстанавливается, да, вот восстанавливается от чего-то помаленьку, тоже опять слово сюда идет, помаленечку, как на ощупь. Кто-то приводит на самом деле себя в порядок, дабы улучшить свою личную, например, жизнь. Здесь люди, которые охотны все познавать, разные знания, стремления, возможности, дороги. То есть вы готовы ко всему и на многое. Здесь я бы сказала, вы очень смелая. Вы такая бойкая здесь женщина, и она, знаете, вот она умеет за себя постоять, она может защитить какую-то вот свою правоту, доказать что-то. И вы тот человек, та женщина, которая борется, но морально и очень хорошо. То есть вы буквально дословно, да, можете словом поставить на место или сделать больно, если, например, как защита себя. Здесь показывает переживание какого-то мужчины о вашем состоянии или, может, даже вашем здоровье. Человек переживает. Также есть переживание, как вы там. Да, может быть, человек беспокоится о вас, как вы там поживаете. Вот именно такое сердечное беспокойство. Возможно, да, здесь может быть место любви чувствам. Притом человек увлечен сейчас работой, делами какими-то, но на вас вот именно поглядывает и переживает. Слушайте, какой-то мужчина, который очень много или зарабатывает, да, или работает, может быть, и там, на нескольких работах, успевая и то, и то, складывает какой-то капитал на что-то, на какую-то дорогу. А у вас показывают, что путь какой-то неясен. Да, сразу же моментом Луна здесь так, понятно, что неясно. Противоречиво. Вообще, стоит ли мне делать то, или идти туда, или ехать туда. Сомнения какие-то. Может даже, да, страхи быть. Вдруг что-то там случится. Почему-то туда, вы куда-то стремитесь. Или переехать, или вот да, что-то покинуть, или может кого-то даже покинуть и пойти в новые отношения. Или переехать из какого-то города в новый город и так далее. Здесь люди, кстати, подкусывают вас, подкалывают вас, или же говорят очень много о вас. Здесь за вашей спиной ведутся о вас очень много разговоров. Кстати, и здесь может идти речь как в кругу семьи, так и какие-то мужчины. Вы ревнивица, собственница, но в то же время вы справедливый человек. И устали вы от чего-то. Кого-то, может быть, даже ждать, чего-то терпеть. Не хотите быть в какой-то жертвенной ситуации. Вы помогаете себе сама своими ручками или головой. Знаете, в один момент какой-то в жизни вы себя очень сильно обесценили, вы это поняли ради кого-то. То есть, вот я, кстати, часто говорю об этом, не одевайте никогда розовые очки, они могут вас обесценить. Тут так оно было. Тут показывают, что женщина погружена в отношения, да, или же вот всю себя, всю свою душу, все свое сердце вкладывала туда. Надежда была, были какие-то усилия к тому приложены. Человек, да, старался о чем-то, но об вас вытерли ноги. Это вот опять говорю, может быть измена. Или же вы надеялись на какие-то отношения, но что-то не срослось. И у вас появилось большое разочарование. Потом, кстати, вас кто-то вытаскивал из этого. Здесь показывают человека, который вам помогал. И вы тем самым, благодаря какой-то
острой ситуации в жизни, именно по чувствам, вы обрели себя новую, причем в лучшей версии себя в прошлом, вот так вот. Вот такой портрет. Кстати, здесь кто-то обрел что-то свое по финансам или обзавелись чем-то материальным, да, таким крупным. То есть туз пентаклей. Может быть, даже новая работа или свой бизнес, своя карьера. Восстанавливали себя и восстановили. Очень много обмана и лжи за вашей спиной. Так, давайте посмотрим. Если с вами проигрывает портрет, что уходит, а что приходит в вашу жизнь? Что уходит? Реально уходит, уже сейчас уходит. Оно не уходит, а оно возвращается кому-то. Здесь кто-то на вас мужчина. Причем из какого-то общества. Здесь показывает общество, и в нем не только мужчины, но присутствуют и женщины. Но тут конкретно или заканчивается с этим человеком отношения, или вообще заканчивается, может быть, какой-то контракт, да, что-то определенно заканчивается с каким-то мужчиной. Здесь может мечевой быть. И здесь очень активный, горячий такой вот, в какой-то степени, я бы сказала, и бабник, может быть, любит красивых женщин, любит вот, чтобы это все было красивое его, да, или девушки все засматривались в его адрес. Очень много хвастовства о себе. Даже вот я бы сказала, человек не просто хвастается, а он хвастается, и вы знаете, как забирают какую-то энергию. Да, люди начинают завидовать, обсуждать его. И вот он забирает энергию. Он живется энергией. Вампир. Человек-вампир. Человек, который вас пытался прогнуть под себя, под свои какие-то указки, под свои какие-то правила. Вот так не делай, это нехорошо, это некрасиво, это стыдно, это то, это сё. Миллионы разных указаний, обучений вас, да, но вы же не пес, чтобы вас дрессировать. Вот тут именно показывают тонкие какие-то манипуляции в ваш адрес. Притом у вас какое-то терпение и выдержка. Вот реально вы терпели. Вы натерпелись всего, чего можно. И здесь хочется сказать, вы и позиция того мужчины, вы сильная, очень сильная. Я бы сказала, здесь даже мужская хватка, но мужчина тот, о котором идет речь, очень слабый. Здесь мужчина готовый только на максимум это похвастаться, да, но не доказать свою силу, именно моральную. И что самое интересное, да, здесь вы научились скорее больше молчать, нежели говорить. Хотя, в принципе, вы человек очень общительный и рады бы пообщаться с кем-то. Но сейчас здесь момент какого-то терпения, во-первых, идет. Во-вторых, чего-то вы ожидаете. И в-третьих, вы научились никому ни о чем не рассказывать. Вы научились сдерживать сама перед собой слово. Как бы не хотелось рассказать, пока не будет какого-то исполнения, да, вы сдерживаете себя, не говорите об этом. Или, в принципе, да, научились как-то держать тайну какую-то, секрет, пока не исполнится, опять-таки, может быть, потому что здесь может момент быть какого-то ожидания чего-то. Вот вы посадили семечко и ждете, когда оно взойдет. Но никому не скажете об этом семечке, пока оно реально не даст какие-то плоды и результаты. Вот только тогда вы можете показать, да, может быть, похвастаться. Здесь какое-то общество ждет от вас, это общество тоже уходит от вас, ждет от вас вот новостей, когда вы в чем-то поменяетесь, когда вы... Здесь показывают вот вас и общество, вы как белая ворона можете быть, да, или можете как-то выделяться среди толпы. Также здесь вы не входите в группу под названием «стая». Вы вот как-то
в одиночку действуете, думаете в одиночку, совершаете что-то в одиночку, никому не говоря. Иногда бываете вот что-то тайком, уходите тайком, да, так и незаметно, или же пытаетесь информацию важную скрыть или перевернуть разговор на другую тему, вот что-то такое, дабы не проговориться, не рассказать, или люди, чтобы не выведали, не поняли, да, вот какое-то такое. Скрываете очень тщательно, возможно, какую-то информацию. Но здесь есть момент интереса у вас, да, чего вы там скрываете. Люди, которые интересуются вашей жизнью, скоро покинут вас или перестанут думать. Вы вот как-то выйдете из их портала, да, вот как забудетесь. И они тем самым выходят, потому что вы не берете их в расчет, в свою голову. Не думаете, возможно, о них, и поэтому вот как-то и вы выходите из их круга обсуждений. Тут, кстати, может быть, выявились какие-то тайны, выявились именно какие-то, да, разговоры у вас. Может быть, что-то неприятное, а у кого-то именно появились какие-то новые возможности, на которые вы решили опираться и идти туда, нежели сидеть в чем-то или с кем-то, вот, да, с этими, возможно, людьми. Но я говорю, будет какое-то движение, именно связанное, может быть, с вашей возможностью, возможность пойти в новый коллектив или на новую работу, да, и поэтому идет разрушение с этими людьми. И смотрите, в одночасье здесь может быть разрушение не только с людьми, но и с каким-то мужчиной. Возможно, с этим мужчиной у вас была постель. Незрелый. Очень много обещает, но ни черта не делает, а делаете вы. Вообще все на себе тащите, несете. Человек манипулятор и эгоист. Вы знаете, тут на самом деле судьба так распорядилась именно как-то корабли ваши повернуть в разные стороны. Пришел момент, пришло время, потому что друг другу в дальнейшем будущем вы ничего дать не сможете. И здесь что-то есть или недоверие, да, что на этом фоне все играет роль. Оставшись даже совместно, вы друг другу ничего не дадите. Вам уже этот мужчина известен, вы уже знаете все его выкрутасы, хитрости и так далее. И вы, знаете, как говорится, не останавливаетесь, не зацикливаетесь на нем. Хотя вы тоже смотрите в его адрес, он смотрит в ваш адрес. Вашими руками сделано было все возможное. Вы, кстати, делали, помогали, вкладывались. Возможно, даже здесь кто-то вкладывался и половиной зарплаты, да, или вот как-то так вот. Но как будто бы все то, что вы вкладывали, возвращается к вам обратно. Это материальное. Здесь, да, может быть тема духовного тоже, не обязательно материального. На данный момент у вас есть такое острое желание вырваться откуда-то, покинуть что-то, освободиться. Здесь, знаете, вроде бы как вы на свободе, но вы чувствуете какую-то несвободу, что вы кому-то что-то должны. Или что с вас еще спросят. Да, вот какое-то такое есть желание по этому поводу убежать. Да хоть в лес, да. Ну, не конкретно в лес, просто убежать, уехать. Или вот как-то изменить свою жизнь. На самом деле, что вам здесь мешает? Ничего. Вы человек, знаете, такой, с косой. Вот такая вот женщина смотрит, у которой в руке коса, и она может откосить все, что ей не нужно. В принципе, инструмент в ее руке есть. То есть, значит, есть какие-то возможности, чтобы эту ситуацию покинуть. И вас показывают, знаете, вы можете являться далеко каким-то вот эксклюзивным человечком. Очень эксклюзивный человек. Очень такая, я бы сказала, женщина-универсал.
В ней же и материнские черты, в ней же и забота, в ней все, да, и ресурсность, и красота. И в то же время, да, здесь бушуют все 4 стихии. Но здесь вы на самом деле что-то проработали для себя. Ситуацию касаемо чувств любви отпускается. Вот что уходит. Есть и недоверие. Недоверие даже может быть в том, что вообще что-то ли получится, хотя все может получиться, все только в ваших руках. Здесь карта Маг. У кого-то момент, вот кто-то только-только вышел из больницы, может быть, недавно вышел из больницы, да, или какое-то закрытое пространство, например, долго сидела дома. И здесь кажется вот вам, что если я чуть-чуть подзадержусь где-то дома или где-то, потом выхожу, да, и такое чувство, что уже жизнь изменилась как будто бы на 10 лет вперед, а я живу в старом веке. Хотя всего-то прошло маленькое количество времени, да, а какие-то новинки. Какие-то, может быть, новости. Вас считают, что вы очень, знаете, какая-то сама в себе, в своем мире находитесь. Иногда я говорю то, что вы не всегда такая. В принципе, вы человек общительный. Но на данный момент от кого-то закрыт или в целом от людей закрываетесь, даже от хороших. Вам не то, что с ними плохо и так далее. Вам просто надоело что-то. Да, это может быть одна и та же рутина какая-то или рутинная работа. И поэтому вы себя как-то определенно ведете, но люди подразумевают ваше недовольство. Пытаются, может быть, даже вам как-то угодить, чтобы быть хорошими в ваших глазах. Я вижу, что у вас такой взгляд надменный, но не в том плане, что вы загордились. Здесь во взгляде вашем видно, что я знаю, какой ты человек. Все носят маски, и ты тоже. Вот знаете, вы тот человек, возможно, даже который заявляет прямо в глаза правду, то, что он думает. Вы не терпите это в себе, не переживайте. Вы или выбрасываете, или возвращаете туда, откуда это все пришло. Умеете, я говорю, вы постоять за себя. Здесь момент есть не только обороны, но и в какой-то степени даже, я бы сказала, защиты вас. У вас даже стоит такая характеристика, что вы на данный момент не готовы к себе подпускать кого-то, но тем самым, когда вы себя так ведете, к вам больше хочется проявляться. Это как-то вот на подсознании, это вот как-то невидимо, неясно почему, но именно так происходит, когда вас больше или уважают, или больше, например, к вам тянутся, потому что вы выдерживаете оборону или быстро уходите от лишних глаз и так далее, да, пытаетесь прибежать домой, залезть под одеяло, сидеть и смотреть в потолок. Вот просто очистить голову. Что-то вам уже надоело, терпеть уже этого не хочется. Причем, знаете, вам, я говорю, высшие силы стучат как в дверь и напоминают вам о чем-то, о чем вы тоже не особо верите в это и не хотите слушать. Вы еще человек, который, возможно, сейчас слушает много разных версий чего-то, и вы сомневаетесь. У вас голова набита всем. И очень много знаний, и очень много мыслей. У кого-то даже противоречиво выходят такие негативные мысли, потому что как-то все идет не так, развивается. Здесь нужно положиться. Знаете, ваша аура, ваша харизма, ваша чувствительность, проявление и так далее, оно проявляется все в таком свете, когда начинают сейчас только это понимать, да, уважать вас. А раньше делала то же самое, но никто не уважал или не обращали на меня внимания. Здесь еще идут женщины, которые могут
провоцировать какие-то ситуации, дабы на вас посмотрели ваш адрес. Но в то же время я вижу, что вы и не нацелены на что-то, что касается любви и чувств. Вы нацелены, возможно, много зарабатывать, уйти от чего-то тем самым, да? Или же на самом деле вы понимаете, что вы власть над своей жизнью, и вы пытаетесь как-то это изменить. Вернее, тем самым поведением поменять мышление окружения к вам. Потому что можете считать, что к вам относятся так, но как-то незаслуженно это все, да? Я не заслужила такого. От вас уходят какие-то, я бы сказала, ваши еще и терзания, мысли, бессонница. Бессонница. Может быть, кто-то и плохо спит, потому что очень много думает или смотрит в телефон, в телевизор, да, в синий экран, который забирают важные какие-то микроэлементы и так далее из вашего тела. Поэтому вы не можете нормально спать. Здесь кто-то не может сосредоточиться, у кого-то может тем самым на фоне, да, падать зрение, слух, например, или еще что-то. Ухудшение можете чувствовать. Вы знаете, что самое интересное, что уходит, вы перестанете принимать близко вот какое-то вражеское нападение. В плане на вас кто-то морально нападает, да, или как-то. Вы не воспринимаете всерьез. И тем самым здесь вас показывают на уровень намного выше, потому что вы знаете, где и когда поставить точку, кого послать, как говорится, на 3 буквы, а кого вежливо, или с кем вообще в молчанку играть. У вас в жизни расставятся так приоритеты, возможно, вот даже в будущем, да, что приходит, расставятся так приоритеты, что вам даже захочется на фоне чего-то развивать что-то свое, да, или по этим знаниям я могу научить тоже кого-то быть такой же или делать так-то. Здесь в вашей голове многозадачность, много задач, сотворенных вашими чувствами, вашей головой, вашим интеллектом. Здесь нужно быть ровнее, нужно нести вот этот самый баланс, иначе вас растопчут. Здесь могут быть или конкуренты, или люди, которые злопыхатели. Также здесь показывают, у мужчины чувства к вам не остыли. Возможно, может, вы думали о каком-то мужчине, но знаете, что его чувства к вам сильны. Здесь уходит какая-то и тревожность. И, знаете, какие-то чувства вы в жизни своей отпустите по какому-то человеку, да? Или у вас был интерес к какому-то мужчине, о каком-то мужчине вы могли думать. Возможно, даже, я бы сказала, спрашивать у карт. Но здесь идет речь о том, что вы о нем перестанете думать. Знаете, здесь колесо фортуны, скорее всего, да, это о чем-то вы грустили по поводу этого мужчины. Возможно, вам он нравился, да, мужчина, но вот вы как-то отпускаете это. А при том, знаете, отпустив, очень сильно повезет в чем-то. Я бы сказала, даже момент такое счастья, да, обретение другого человека, нового счастья. Здесь я бы еще по этой карте сказала, здесь какое-то дело, счастливое дело, да, вот дело, с которым я занимаюсь, но вот с душой, с любовью, да, я счастлива. Здесь даже может момент идти вашего предназначения. Здесь определенно какой-то такой, знаете, падает асцендент, когда у вас не просто уходит. Вот то, что уходит, да, теряется это в жизни, давайте это так, отпускается. Взамен этого приходит что-то намного лучше.
Хотя на тот момент вам, да, о чем-то грустилось даже, и вы не хотели это отпускать. И вы знаете, здесь еще может момент идти того, что это вот как мода, да, она проходит, а потом мы понимаем, мы за этим гнались, или нам это хотелось, но теперь это не актуально, не интересно. Вот так же это с людьми, понимаете, или ситуациями в вашей жизни. Здесь даже определенно еще может так, что отвалится и ваш какой-то долг, да, или определенно здесь может быть или кармический тоже долг, который просто отвалится с какой-то ситуации, именно которую вы отпустите. Поэтому вот самое что лучшее, да, никогда ни на кого не надеяться, да, и не влюбляться в том плане, что по уши всерьез в надежде, понимая, что не будет из этого чего-то. Да, когда женщина любит, а он где-то там, если бы хотел, он бы уже был с ней, понимаете, но она продолжает любить, а потом, да, вот сгорает от этого. Ни за что не нужно цепляться, держаться, и здесь будет вам легче это отпустить. Отпустив, вы получите намного больше. Даже, может, да, когда появится другой мужчина, этот затмится. И вы будете вспоминать и думать, да, я его любила, а он меня нет, например. Или он мне нравился, а я ему нет. Он не проявлял чувств. Но здесь идет материальный план. Закроет это все материальный план. Причем достаточно... Ой, тут не просто хороший, тут не просто на все хватает. Здесь даже, знаете, вот как хочется сказать, как хорошо, что та ситуация, которую я переживала, ушла в моей жизни. Но вы о ней переживали, вы даже хотели ее. Но, знаете, она была не по вам. Иногда, да, мы не понимаем и как ругаемся на жизнь, что вот жизнь у нас что-то забрала. Не понимая это вследствие того, что может быть лучше. И на самом деле здесь что-то, как-то ситуация закроется. Знаете, здесь может быть получением не только денег, финансов или чего-то. Здесь определенно что-то такое крупное достигнется, о чем даже вы возгордитесь, да. Но не задирайте нос. Здесь может даже дойти до того, что, да, вам захочется носик приподнять выше, выше, выше. Понимаете, и сказать, какая... Ну, почему бы и нет, да, погладить себя по голове, но и не переступать черту других во благо для себя. Тут идет момент, еще я скажу, ценности себя, ценности вообще своей жизни. И, возможно, даже кто-то поймет, что вот жизнь, я прожила жизнь, и мне жизнь, да, раньше не хотелось жить, но что в этой жизни? А вот сейчас я поняла ценность, и мне хочется жить. Я хочу и до 100, и до 300. Да, вот просто оцените себя, зацените, вернее, себя, свои возможности. Здесь, возможно, даже вот все хотелки исполнятся. Вот посмотрите, женщина, да, которая держит сумки с деньгами. Здесь даже исполнятся все ваши какие-то хотелочки. Здесь, кстати, на свое почему вы найдете ответ. Определенно, ну что-то такое глубокое. Момент материального благополучия. Это когда вы получите, возможно, что-то крупное и такое, знаете, неожидаемое, что невозможно такое приобрести или иметь. Или это очень сложно. Но это достанется. Знаете, здесь идет по скорости медленно, но верно. Определенно здесь будет даже вот, я бы сказала, складываться так события в вашей жизни, когда все будет направлено на, возможно, на это, на исполнение чего-то. Но это не совсем медленно, да, это будет постепенно, но вы сами будете понимать, что это лучше, 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 еще лучше и еще лучше. Это не будет так, что как манна небесная резко с небес. Это будет вот постепенно с каким-то наростом, но с перспективой. Да, здесь, кстати, кто-то мог и задеть струны вашей души, банально.
Да, и здесь как будто бы этот человек тоже, может быть, скорее даже и тот самый, о котором мы сейчас говорили, да, кто вам нравился, вот как-то, или за кем вы присматривали, или интересовались кем-то, может, даже в раскладах интересовались о каком-то мужчине, вы о нем забудете, как вообще, как будто бы этого человека в вашей жизни вообще никогда не было. Так, что приходит, давайте смотреть. Вот смотрите, кто вам говорил, что у тебя не получится, или ты бездарна, или да, смеялся над вами. Наоборот, здесь показывают какую-то лужу или разбитое корыто. А сам, да, имел положение. Человек имел положение, но теряет все. Да, здесь показывают, когда о вас кто-то узнает из прошлого, что вы в каком-то статусе находитесь, в статусе жены, в статусе беременности или да, на высоком положении каком-то, или вы переехали куда-то. Вот да, какой-то здесь определенно у вас идет, я бы сказала, даже высокое положение, императрица. А вот кто с вами игрался, или же пытался как-то вас высмеять, или смеялся над вами, подшучивал, может быть, перешептывался о вас, вот как раз-таки оказывается не просто в том же положении, он в луже. Или это еще может называться у разбитого корыта, да, может быть, даже дойдет до какого-то безденежья, или момент, когда что-то забрали у этого человека. Тут, да, есть момент кармы, когда вернулось то, чего не ждалось. Человек почему-то думал, что он будет так жить вечно или пользоваться чем-то вечно. Но все со временем гниет. Здесь еще и гнилая душа человека, очень гнила. Я бы даже сказала, скотская какая-то. Поведение человека может быть тоже по отношению к другим людям скотским. Даже все окружение, которое вроде как и было около, знаете, вот этот человек поступал именно по-скотски. Мнил из себя кого-то. Может быть, вы понимаете, о ком идет речь. Человек о себе что-то мнил, одевал корону, не уважал, да, вот только я. Как говорят, от часов заря. Это может быть и мужчина. У вас какая-то другая уже позиция, возможно, даже настрой, да, к прошлому. Отрезали прошлое, его как будто бы и не было. Тут показывает в будущем занятие, занимаете какое-то положение, высокий пост, должность. Здесь может даже речь идти в принципе о какой-то победе. Да, вы хотели что-то, чего-то добиться, выиграть, доказать даже себе. Но вот до этого вы доходите. Здесь идет момент, знаете, вот что вам в помощь: молитвы, крестик, или же вот икона. Да, у кого-то может быть икона Николая Чудотворца или Святого Шарбеля. Это очень такие сильные иконы. Это прям ваша икона. И скорее всего, здесь может быть даже обращение к Николаю Чудотворцу, потому что тем самым здесь вот все будет происходить как по, я бы сказала, гадалка, да, предсказала. Здесь будет одно закрываться, второе закрываться, вот момент уходить, но резко взамен на это место что-то приходить. Вы сами будете это ощущать. Кстати, вы можете посетить храм, приобрести икону Николая Чудотворца. Вы можете, даже можно распечатать, да, можно даже распечатать. Или Святого Шарбеля. Можно даже две иметь, Святого Шарбеля. И, кстати, Святой Шарбель можно тоже найти в интернете и распечатать. И его бы хорошо еще и заламинировать. И хорошо бы его хранить под подушкой. Да, это будет в целом сказываться очень хорошо
на вашем самочувствии. Здесь момент вашего самочувствия будет зависеть еще от святых тоже. У кого именно сложное самочувствие или кто-то на самом деле вышел из какой-то ситуации, это операции или что-то было, да, восстановление вам нужно. Вот это вот самое оно. Это будет вам в помощь. Знаете, вот даже когда женщина не может родить, она может прикладывать икону Николая Чудотворца к животику. Прямо ее там и носить, вот на этом животике. И вот обязательно будет ребенок. И эта икона лечит все. Это сильная икона. Но вот на вас очень хорошо и Николай Чудотворца воздействовать будет икона. Можно совместно и то иметь. Есть, кстати, и молитва Николаю Чудотворцу. Я как-нибудь выложу тоже в телеграм-канал, чтобы вы могли найти. В закрепленных ищите. Нажимайте на закрепленные, и все найдете. И чистку, и защиту на левое запястье, красную нить, и Псалом 90 и так далее. Побег. Да, здесь момент такой, знаете, убережет вас жизнь от каких-то негодяев. Причем тут как будто бы кто-то планировал, да, вот что-то совершить. Даже украсть у вас. Ну, тут идут финансы. Момент финансов, обокрасть, обмануть вас как-то. Вы здесь будете вот как-то, знаете, бережно относиться к деньгам, а к деньгам нужно относиться бережно. Деньги любят счет, деньги любят именно рациональное отношение к ним, бережность. Тогда они будут. Это не говорит, что их нужно на черный день откладывать. Не бывает черного дня. Помните одно, он наступит только тогда, когда вы будете на него откладывать. Откладывая деньги, всегда говорите приумножаю, а не на черный день, на всякий случай. Вот. Иначе этот случай или черный день наступит. Но здесь бережное отношение к деньгам. И при том, знаете, защитит вас даже, вот сами того не подозревая, вы поймете, что вас хотели обмануть, но кто-то не успеет во что-то куда-то войти. Да, вот этот вот вор, мошенник или да, аферист какой-то, да, он не успеет что-то. Не успеет это у вас взять. Вот как-то так, я говорю, здесь может даже как-то повлиять именно и икона Николая Чудотворца. Можете купить икону или выйти, распечатать ее на принтере и прочитать молитву. Очень хорошо вечером читать молитву. В вечернее время суток очень хорошо читать аффирмации перед сном, прям самым сном, перед самым сном. Можете даже выписать на листочек, прочитать и под подушечку положить аффирмации или молитвы. Псалом 90 держите под подушкой. Икону, не икону, а именно молитву Николаю Чудотворцу. Отче наш. Вот это основное. Аффирмации. А вот тут человек, кстати, да, не успеет у вас что-то взять. Притом, знаете, это будет очень быстро, и вы быстро очень сообразите. Не всегда бывает, можно определить вора, мошенника, да, бывает, тормозишь в чем-то, не можешь. А вот тут реакция очень быстрая будет как раз-таки, да. Или прихлопнется какая-то дверь, вы даже сами не поймете, как это все произошло. Но при том, знаете, поймете, что вас вот как от чего-то отгородило и не успели. Может быть, уже сейчас даже быть эта ситуация. Вы сами поймете, что вас вот хотели, но раз и быстро пресеклось, или правда всплыла, или еще что-то вот такое в таком духе. Да, при том, знаете, могли бы очень много чего потерять, даже самого ценного. Знаете, вот определенно какой-то у человека план. Как это сделать, как вам помешать, да, как вам перерезать какой-то путь. Вот здесь так четко сработано. Что самое интересное, вы особо-то сейчас, да, можете и не подозревать о чем-то таком, что будет в будущем.
Вот сейчас все в вашей жизни идет таким образом, да, как идет, да, кажется, что вот так оно будет всегда. Хотя вы что-то делаете, да, но определенно есть какие-то предположения, что там у вас будет, но вот как-то то, что будет дальше, оно будет совершенно другим. Даже здесь ваши предположения могут быть заблуждением. Даже предположение может быть заблуждением. Здесь даже у кого-то поменяется профессия. Вы понимаете, что вы такой-то человек по профессии, но ваша профессия будет совершенно другая. Но здесь показывает, знаете, профессия такая, что вас будут просить вернуться или же остаться, или ценить вас. Вас будут уважать. Здесь даже может быть, в принципе, даже и славная. Вы будете вот как в славе, в почете у людей. Здесь могут и быть люди-массажисты, или лечите руками, или влияете через руки на людей. Вы знаете, у вас есть такая даже... Конечно, не старайтесь так делать, забирать чью-то удачу, но вы тот человек, который может похлопать по плечу и забирать удачу. Но это черный путь. Если вы будете это делать целенаправленно, то есть в вас эта энергия. Не то, что вы так делаете, а в вас эта энергия есть. Если вы похлопаете по плечу удачного человека, вы заберете его удачу. Я вижу крюк. Вы можете забрать. Но, вы знаете, это все может вернуться и в обратную сторону. Поэтому лучше не нужно этого делать. У вас и так будет удача. Но есть у вас эта энергия. Здесь будет мир целый повернут к вам, да, вот так хочется сказать. Или здесь момент каких-то иностранных людей, сотрудничество с иностранцами, с людьми. Работа может быть как-то связанная, что сотрудничество будет со всем миром, да, или же там живет человек, там, по разному свету. Здесь может быть моменты интернета. Сейчас это уже актуально, да, большинство профессий в интернете и так далее. Так, давайте еще посмотрим. Кто-то вами очень сильно сейчас одержим. Слушайте, тут кто-то, кому-то вы забили голову и не даете покоя. Возможно, это мужчина или какие-то отношения созависимые. Вы не выходите из головы, о вас кто-то очень сильно думает, причем очень часто. Одержим вами. Так, что приходит? Любовь. А здесь не только любовь, кстати, здесь может быть даже подписание очень выгодного контракта. Здесь может быть и любовные отношения. Здесь может быть даже через дружбу началась любовь. То есть с кем-то будет, может быть, просто общение, а может быть даже деловое общение, но это все перейдет во что-то любовное. Здесь не просто так с первого взгляда там и трали-вали, да, здесь вот как-то момент чего-то вас объединит с кем-то. А у кого-то могут начаться просто крепкие какие-то отношения, не обязательно любовные, это может быть даже и подруга. И подруга. Хотя здесь, да, вот именно выходит какое-то такое стремление обоих и скорость. Кто-то будет, скорее всего, торопить эти отношения. Торопить. Почему? Здесь для семьи. Слушайте, вас тут замуж позовут. В ЗАГС. Или давай быстрее детей. Вот какая-то такая торопливость идет. Притом... Но, как это банально бы не звучало, да, выходит ребенок, выходит получение каких-то финансов, средств. Здесь приходит именно, это касаемо ребенка. Далее здесь может через детей идти какие-то финансы, поступления, да, у кого дети взрослые. Притом здесь момент может быть, что
у вас не просто отношения, это отношения. Ну, вплоть до семейных. И при том, знаете, в этих отношениях вы будете чувствовать опору. Не что я на себе все тащу и в моей голове все, да, а когда вы можете на кого-то вот облокотиться на плечо, понимаете? Кто вас поймет, кто вам поможет. Здесь, знаете, вы очень сильно... Это не говорит о розовых очках, это говорит о вашем чистом сердце, о вашем доверии кому-то. Здесь проявление доверия. Вы доверяете кому-то. Здесь прям ангелы. А это, знаете, мужчина даже в вашей жизни будет, человек-ангел. Притом, я говорю, здесь может быть и у вас дети, и рождение совместного ребенка, или же, да, кто вообще в ожидании ждет, в целом одинок, да, ни детей, ни мужчины. Здесь и мужчина вам будет, и жила себе одна. И здесь у вас сразу, даже я бы сказала, 2 детей. Здесь не 1 ребенок. Вот так вот. Здесь высшие силы вам пошлют этого человека. Возможно, даже, знаете, вот за ваше какое-то сердце, добродушие кому-то. Здесь такое проявление даже помощи, вы кому-то можете помогать или помогали в прошлом. Притом, знаете, сами остались в жертве. Вот как пожертвовали последний кусок хлеба. Кому-то сама не ела, а кому-то дала. Вот так вот. И вот эта ситуация, именно проявление помощи в вашей жизни. Но вы также могли, да, делать какой-то запрос во Вселенную, молиться, просить о чем-то. И вы знаете, вами, вернее, вы услышаны. Вами был запрос, вы услышаны. Знаете, есть у вас человечность, и вот очень хорошо, что вы умеете людей определять по их сущности, да, и на самом деле уходить от таких людей вовремя в сторону. Потому что здесь показывают, были в вашей жизни люди, вот если бы вы сейчас были с кем-то определенно из этих людей, то здесь могло бы или обнищание, да, вот тотальное, или момент вот что-то по здоровью, да, могли люди как-то нарушить ваше здоровье. Не знаю как, но здесь вот могло быть именно повлиять на ваше состояние, самочувствие. Нехорошие люди, и, знаете, идет такая черная энергия. Здесь очень много мечей, здесь накал страстей каких-то. Вы вовремя отпустили, вовремя ушли. Может быть, это компания людей. Люди по чем-то, или даже, вот знаете, хочется сказать, люди имеют в себе какую-то вот как сущность грязную. И не просто которая, эта же сущность могла бы как-то повлиять на вас, причем негативно. Что пришлось бы потом, да, долго выкарабкиваться из этого, или бы надолго что-то затянулось. Даже определенно, да, болезнь или что-то. Здесь могли и по нервной системе ударить вот как-то эти люди. Я не могу понять, о чем в принципе идет речь, хотя в принципе, да, что-то понятно, но опять-таки у всех разные еще ситуации. Давайте так возьмем. Второе, здесь на самом деле вот просто какой-то вот как ком, накал вот этих страстей, а потом заканчивается чем-то таким, что плачевным так вот. Так, да, вы вот знаете, как обошли стороной какую-то ситуацию, которая на самом деле вас вот выпутала из чего-то. Вы сами могли, кстати, может быть, вспоминаете сейчас, да, из какой-то ситуации реально выпутались, вышли. И вы знаете, что я сразу о чем сейчас вспомнила? Это вот как рассказывала девушка один случай, что вот она ушла от одной компании. Вот меня прям сразу вот это зашло, да, когда люди под сущностями, сущность это может быть, да, какие-то зависимости и прочее, там разные зависимости. Вот на самом деле, он говорит, меня как Бог спас, вытащил оттуда. Вот я сейчас то же самое вспоминаю, вот этот вот рассказ, и тут вот прям один в один. Вас реально отвели от тех,
что вас мог бы туда или затащить, или вот именно, да, вы могли бы себе этими людьми как-то навредить, понимаете? Вы огорожены, или вы, да, вот уже далеко от них, то есть у вас уже нету ни контактов с этими людьми, то есть вы потеряны, в принципе, от этих людей. На самом деле вы выдержали, что-то выстояли, притом, знаете, вот как убежали. А кто-то, знаете, вот как на самом деле убежал, вот именно вырвался, убежал, а кто-то, да, вовремя остановил или ушел. Лучше, намного лучше, ситуация улучшилась в вашей жизни. Здесь показывают, кстати, через какой-то праздник, да, застолье. Здесь могут быть какие-то новости, но здесь не только новости, здесь, кстати, какой-то человек чем-то или болен, или вот как-то, не знаю, как-то на душе тяжело, да, сам не знает, куда идти, потерянный какой-то вот потеряшка. Вот, будет о чем-то говорить. Тоже, опять-таки, вот, как говорят, от таких людей нужно держаться подальше, потому что люди любят перекладывать. Не любят, а могут, вернее, перекладывать свой негатив на кого-то. Даже вот, да, говорят, не смотрите какие-то негативные программы, не слушайте негативных людей. Вот тут, да, такое, может быть, какое-то застолье. Здесь, кстати, идет на этом застолье новость или информация, которая для вас будет очень важной, актуальной. Вы этого не знали, но вам это пригодится. Второе, там будет человек, не... Хочется сказать слово неадекватный, да, или, может быть, человек перебрал, как говорится, неадекватно себя ведет. Но у человека все плохо. И вот человек, на самом деле, это вот как токсик. Вы сами почувствуете. И вот тут карты показывают, что вам от этого человека нужно держаться подальше, потому что человек, возможно, вот как-то захочет проникнуться к вам в душу, да, о чем-то поплакать, рассказать. Или же, да, это новичок, человек-новичок, или человек, с которым вы не общались, или в принципе-то не знаете. Но человек тащит тоже, опять-таки, на себе что-то, и здесь нужно также отойти, вот как от этой какой-то компании. Понимаете? А вы почувствуете, что человек все о негативном, да, о негативном, о каких-то разрушениях, о каких-то негативных ситуациях, может, даже своей в целостности жизни, да, вот так вот. Человек этот вот как перекладывает на кого-то что-то. Вот хлопая по плечу, как я сегодня говорила, да, это забирают счастье, а отдают несчастье. Вот этот человек вот такой вот. И вот смотрите, когда вас похлопали по плечу, будьте аккуратны. Похлопайте следом тоже по плечу столько раз, сколько похлопали вас. Обняли — это одно, но когда вот хлопают, да, бывают, вот именно там по лопаткам, вот как это бывает, да, похлопайте тоже столько же раз, сколько похлопали вас, абы у вас не забрали. Так, что приходит? Какая-то ситуация устаканится в вашей жизни, связана с чем? Ну вот я, помните, и говорила сегодня о каком-то человеке, который захочет вас обмануть. Да, здесь может быть определенный еще какой-то обман. Но он как-то быстро и разрешится. Но неприятно, осадочек остался у вас. Я смотрю, вы недовольны этим человеком. Причем, да, можете и не ожидать от этого человека даже, что человек на такой способен. Воровство, обман, какая-то ложь. Может даже, знаете, момент даже предательства быть, но вы с этим человеком перестанете вообще общаться. Но уйдете с грустным вот каким-то... Я не ожидала, да, от этого человека такого. Предательство может тоже быть. Бывает. Почему-то слово сюда идет. Вы так смотрите на человека, на этого, и слово идет такое от вас. На кого-то вы скажете слово «продажная». Она продажная или она предатель. Да, вы шли как заодно вместе, и тут человек предает. Во всем, опять-таки, помогут молитвы. В тяжелых, сложных ситуациях читайте вот именно молитву Николая Чудотворца. Она точно вам поможет.
У вас, кстати, такой путь нелегкий. У вас путь, да, я бы сказала бы, с краплениями, но эти крапления, эти спотыкашки, это все какие-то уроки для вас. Это для улучшения вашего состояния, для вашего положения и так далее. Даже вот вспомните потом мои слова, когда, знаете, вам жалко было что-то отпустить, но взамен вы получили намного больше, намного лучше. И вы поймете, что не зря все это было, и хорошо, что я что-то даже и оставила взамен чего-то. Я получила больше, я получила лучше. Да, вы стали сильнее, стали умнее. Ну, с каждым днем у вас вот эта сила. С каждым днем. Здесь момент еще каких-то знаний. Это не просто еще сила, это с какими-то знаниями, опытом. Какая-то информация заходит в голову, новая информация. Кстати, на вас очень могут, знаете, вот такие всякие звуки влиять. Может быть, вы любите АСМР звуки, шум леса, белый шум. Они очень, герцы, да, они очень, я бы сказала, даже продуктивно воздействуют на ваше психическое самочувствие. Оно вас, знаете, и наполняет, и очищает. Вам даже полезно слушать какие-то звуки. Вот бывает, я говорю людям у огня сидеть, очищаться, а вам вот, да, душ принимать, в воде поплавать, у моря посидеть, вот этот шум, прибой моря, вот это, понимаете? Вот там ваше очищение происходит. Вот там вот вся широта, вся полнота именно, знаете, вот это вот все скидывается негатив. Вода, море, соль, вот это все забирает. Да, это может быть и морская вода. Здесь груз, тяжесть какую-то смывает, стягивает, обнуляет, очищает. Вот такое вот есть. У вас вот вода очень хорошо на вас воздействует. Даже вот душ, да, когда моетесь под душем. Вот вы представляете, как вся энергетическая грязь с вас слазит. Проведите вообще целый день процедуру, да, послушайте какие-нибудь АСМР звуки, шум моря, например, да, вот что-то такое. Примите душ, потом, да, расслабьтесь, включите, проговорите аффирмации, прочитайте молитву. Вот чисто один день на это займите. Здесь просто такой целый ряд не только положительных каких-то вливов на вас, тут еще и может поменяться вот как-то ваше восприятие, мировоззрение, отношения, да, это все одно за другое, люди к вам, это все взаимосвязано. Да, здесь вот как-то могут на вас очень хорошо влиять звуки. Вы очень тонкий, вот как струнка, человек, который чувствует. Да, в частности, вы одиночка. Любите побыть зачастую, скорее всего, одна, закрыться в комнате или, да, просто не трогайте меня, дайте мне побыть с собой. Вот так вот. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.